Бог говорит с вами прямо сейчас. Иногда доверяйте Всевышнему и позвольте Ему вести вас по намеченному пути. Вы начали со своими врагами, но Бог исправит вас и нанесет вам вред. Молитва на сегодня. Господи, дай мне силы. Теперь ваша очередь насладиться моей помощью. Не сдавайся. Продолжать. Ваше прошлое может быть не таким ярким, как будущее, но успех приближается, и все меняется. Спасибо тем, кто говорит, что не может найти любовь. Начало нового дня или чего-то нового знаменуется рассветом. У Создателя всего сущего есть что-то особенное для вас. Вы нашли это не случайно. Несмотря на препятствия, дверь скоро откроется и позволит вам добиться разъяснений, которые вы просили у меня. Ваш прошлый опыт не определяет вас. Вместо этого они будут поддерживать мнение людей о вас. Скоро произойдет чудо, которое откроет новые двери, благословит вас и сделает все вашим. Вы получите двойное благословение на свои деньги. Я позабочусь о том, чтобы никто не беспокоил раненых. Бог есть Христос и те, кто верят в Бога. Скоро появится возможность от Бога для тех, кто пережил неудачу. Я поделюсь историей победы, которая докажет, что здесь много благодати и милосердия. Ваша помощь в ваших словах в моем сердце. Я никогда этого не замечал. Всевышний — это ваши отношения, Он власть над всей вашей жизнью, включая карьеру и здоровье. Крепко держитесь своей веры и чудес, верьте, я увижу Божью благость на земле живых. Я стоек и счастлив посреди бури, потому что Бог устроил удачу, чудеса и благодать. Быть благодарным посреди страданий – это не просто выбор, но и средство добиться лучшего и силы духа. Мы думаем, что скоро вы и ваши близкие проживете более светлые дни. Поставьте лайк этому динамичному сообщению, чтобы доказать свое одобрение. Сосредоточьтесь на поставленной задаче. Вы бы не оказались там, где находитесь сейчас. Пусть непрестанный крик «Исповедуйте Христа» исходит от всех, кто любит ваше спасение. Если у вас обоих хватит смелости пройти это неизвестное путешествие и попросить вашей помощи во имя Иисуса, слава Божьего плана для вас откроется. Будьте маяком веры в своей жизни и не бойтесь послать эти слова надежды 5 нуждающимся людям. Представьте себе лучшее будущее сейчас. Это год вашего прорыва. Представьте себе все благословения, которые скоро появятся в вашей жизни. Знайте, что разъяснение, которое вы ищете, находится в стадии разработки и что Бог охраняет ваше здоровье непоколебимой поддержкой. Ныне пусть все ищущие тебя радуются и веселятся о тебе. Всем, кто любит благодать спасения. Хвала Богу! Повторяйте снова и снова. Перед лицом разочарования заявите о своей верности и его поддержке. В вашей жизни будет необыкновенный опыт, потому что Бог обещал человечеству. Мои обещания остаются в силе, пока ваша жизнь меняется, и вы действительно становитесь полным представителем Его благодати и любви. Крепко держитесь этой веры. Вы уничтожите кобру. Мой враг, но ты скоро узнаешь, почему в беду закрывается всякая дверь, особенно если вломиться утром. Господь, твой Бог, рядом с тобой. Ваш предстоящий выход на пенсию положит начало сезону ожиданий и ответов.
Повторите это. Вам предлагается довериться Божьему посланию, прежде чем беспокоиться, потому что вот-вот начнется следующий этап – полной возможностей. Помни о Божьей защите и водительстве. Псалмы 20:22 показывают, что каждый день в вашей жизни имеет смысл благодаря вашим молитвам и мольбам. Чудо твоего сердца придет. Не сдавайся. Бог дал вам ресурсы, чтобы расплатиться с долгами и благословить ваших детей под правлением Иисуса, гарантируя светлое и счастливое будущее. Мы заявляем о вашем выживании перед лицом жизненных трудностей. Жизнь сложится удачно. Бог позаботится о вас и сделает все лучше, так что у вас не будет недостатка ни в чем, кроме того, кем вы являетесь на самом деле. Приготовьтесь к трансформационному путешествию. Благословение близко, и битва скоро закончится. Всевышний сказал: «Сначала я помогу тебе, а потом еще раз. Я заметил твою преданность. Не бойся, я здесь, чтобы помочь тебе». Ожидайте небесного вмешательства в ближайшие 34 часа, знак того, что благо и богатство уже в пути. Верьте, что Бог может быстро и кардинально изменить вашу жизнь. Начинайте каждый день с этих знаний. Врата будут широко открыты, и ни одно оружие, направленное на вас, не принесет успеха, независимо от того, принесет оно вам успех или нет. Вы не случайно нашли это видео или сообщение. Бог запланировал для вас великие дела, и вскоре вы услышите хорошие новости. Сегодня вечером Бог призывает вас отпустить свои заботы и вложить в это всю свою веру. Он даже гарантирует, что ваше доверие к Нему будет вознаграждено сверх ваших самых смелых ожиданий. Поверьте мне, моя слава отразится на всей вашей жизни и превратит необратимую ситуацию в новую главу, полную благ и прогресса во всех сферах вашей жизни. Ваш ангел-хранитель готов одарить вас своими дарами и получить более чем достаточно для путешествия, которое изменит вашу жизнь. Теперь вы видите правду открыто, и ничто и никто не может ее остановить. Выразите благодарность высшим силам за это сообщение. Доверьтесь Ему, чтобы Он исполнил обещания Его слова. Бог видит в вас не просто друга, но и человека веры, и в вашем сердце Он призывает их изменить свои мысли и поведение. Ты со мной. Поэтому мне не нужно бояться никакого зла из-за твоего же зла. Даже если вы столкнулись с трудностями и сохранили испорченные отношения, Бог готовит вас к великим делам. Помните, что в святой любви Он предложил Своего Сына Иисуса Христа, чтобы гарантировать ваше искупление и вечную жизнь. Если вы чувствуете себя потерянным, остановитесь на мгновение, чтобы по-настоящему сделать это. Он защищает ваши планы, и ваши испытания становятся доказательством. Его ангелы следят за безопасностью вашей семьи и дома. Верьте, что Бог поддержит вас на вашем пути. Вот суть: Бог организует события в нужное время, Он успокаивает ваши печали и превращает ваши слезы в счастье. Кажется, ничего не изменилось. Как ваш защитник, речь идет также о создании шедевра в вашей жизни, использовании ваших препятствий, чтобы направить их на получение неограниченных благ. Возродите свою веру. Продолжайте заявлять о своем присутствии в нем. Держитесь святости и истины и отпустите прошлое. Бог готов удивить вас новыми и неожиданными способами и дать вам возможности,
которых вы никогда раньше не видели. Сегодня для вас особое послание от Бога. Вскоре появится новая глава в вашей истории. Вы станете свидетелем бесконечной любви Бога и реализации Его обещаний. Вы видите прорыв, который восстанавливает все, что у вас отняли, когда вы уверенно просите об этом. Наш пастырь – Господь над всем, и мы никогда не будем нуждаться. Эта поездка прошла под Его защитой. Вести. Ты всегда под присмотром моего ангела. Ваши ангелы-хранители также уверяют вас, что вы сможете преодолеть любые трудности. Введите 111, чтобы показать свою веру в этот небесный щит. Пришло время встретиться с героями, за которыми вы наблюдали с детства. Будьте открыты для новых связей. Будут перемены, болезни излечатся и наступит депрессия. Богатства небес позади вас и помогают вам на протяжении всей вашей жизни. Я знаю, какие трудности ты сейчас испытываешь, но знаю, что препятствия с твоего пути убраны. Поверьте, что ангелы самым удивительным образом наблюдают за вами. Все ваши молитвы и надежды были услышаны. Время победы близко. Вы можете верить, что Бог участвует в вашей битве. Бог говорит, что прорывы, которых мы ждали сегодня, произойдут сегодня. Вы получаете открытие двери, которую никто не может закрыть. Вы сможете преодолеть препятствия, с которыми столкнетесь на пути домой. Я принесу успех и благословение во всем, что ты делаешь. Оставайтесь лояльными, несмотря на нападения. Должно быть, это что-то большое. Я не изменился со вчерашнего дня. Верьте в поддержку, особенно финансовую. Мы молимся во имя Иисуса. Помните, все возможно, если Бог позволит. Дьявол – хитрый манипулятор, нападающий без предупреждения. Но заметьте, что я рядом, даю свет жизни. Не нужно бояться. Ваша ответственность – доверить мне мое время. Контролировать выполнение моих планов. Мы твердо верим, что Бог принимает ваши молитвы. Его власть была продемонстрирована расставанием Красного моря и чумой, постигшей Египет. Я обещаю, что ни одна схема кражи не увенчается успехом во имя Иисуса. Бог обещает, что ваша ситуация изменится и станет. Когда ваш успех приходит от реализации Божьего послания, это удивительно и очень волнующе. Он благословляет тех, кто действует как его агенты. Слезы есть благословение через добродетель и надежду на победу. Если бы вы могли создать землю, представьте, что вы могли бы сделать за 6 дней. Божьей силы всегда достаточно, потому что Он всегда старается разрушить все препятствия и проклятия, которые мешают вашему успеху. Давайте помолимся этой молитвой всей группой. Господь, избавь нас от катастрофы. Прими, что мы можем победить. Бог предлагает тебе меньше говорить и больше слушать. Мы предлагаем делать небольшие шаги, чтобы заслужить Его благосклонность и увидеть план Его сбыться. План, который возродит надежду и превратит, казалось бы, невозможное в возможность. Мы обещаем во имя Иисуса, что вы скоро получите разъяснение, которое ищете. Под бдительным оком Бога и Его ответственных ангелов ваша жизнь может измениться в одно мгновение. Сохранение своей веры в трудные времена дает вам силы и радость.
Мы чувствуем там присутствие ваших ангелов и подтверждаем, что они среди нас. Они привлекают других к вашему свету своей непоколебимой уверенностью, которая показывает их терпение. Вы станете свидетелем великих открытий. Бог всегда будет рядом с вами и даст вам мудрость и прекрасные планы, составленные специально для вас. Несмотря на трудности, на следующей неделе вас ждет финансовый успех, так что ждите богатства. Цените всех, кто вас окружает, потому что ваша вера и убеждения способствуют позитивным изменениям во всех аспектах вашего существа. Вы запрашиваете информацию, и вскоре произойдет, казалось бы, невозможное чудо, о котором вы молитесь. Бог, ваш разум, способствует духовному и физическому благополучию и благословляет вас процветанием и миром. Вы твердо стоите благодаря Его непоколебимому присутствию, несмотря на препятствия и тех, кто противостоит вам. Это свидетельство истинной любви и изобилия, которое принесет удачу во всех сферах вашей жизни глубоким и беспрецедентным образом. Бог видит и распознает каждую трудность и боль, с которыми вы сталкиваетесь на своем пути. Он готовит вас к большему успеху и благосклонности, чем вы думаете. Ваш непоколебимый оптимизм служит символом надежды, вдохновляя окружающих оставаться стойкими в своих убеждениях перед лицом невзгод. Даже в ситуациях, когда вас предают или используют в своих целях другие. Божьи обещания непоколебимы. У Него есть блестящие планы на будущее для вас, которые раскроют ваш внутренний дух и стойкость и приблизят вас к Нему. Узы настоящей любви, которая выдержит самые худшие времена и выдержит самые жестокие штормы, олицетворяют ваше партнерство на этом пути. Работая в вашей жизни и испытывая вас, Бог обновляет вашу силу и дух, принося исцеление и восстановление каждой части вашего тела. Отдайтесь Богу сегодня и позвольте Ему открыть двери, просветить вас и провести через все препятствия. Доверьтесь Его силе и присутствию, зная, что Он всегда будет рядом, чтобы удовлетворить ваши нужды. Начался новый день, полный надежд. Ожидайте не только выживания, но и продолжения, пока ваша божественная цель не будет достигнута. Бог очищает старые иллюзии и разъясняет свою истинную цель для вашей жизни. Возможности открываются, и будущее полно благословений. Доверьтесь Его дару вам и поблагодарите Его за Его постоянное присутствие и силу в вашей жизни. Ваша непоколебимая вера и доверие Его обещаниям помогут вам пережить любое время года, наполненное всеми желаниями вашего сердца. В конечном итоге это приведет вас к жизни, которую Он создал для вас. Вы готовы к чему-то, что изменит вашу жизнь сверх того, что вы можете себе представить, включая преимущества, которые дадут вам больше, чем вы можете себе позволить. Глава 27, утверждающая веру и защиту, содержит обещание, что это время значительных перемен и исцеления. Бог послал вам этот момент, чтобы осознать, что Он главный, и запланировать изменения к лучшему. Ваши убеждения. Я надеюсь, что вы сохраните свою волю и свою роль в этом начинании, насколько это возможно. Иисус ясно дает понять, чего Он хочет от вас, вечной дружбы и приглашения участвовать в Его святой работе. Вы никогда не почувствуете себя одиноким, если на протяжении всей жизни удивляете всех вокруг своей силой и уверенностью. Новое, происходящее в вашей жизни, усугубляется постоянным надзором над вами ангелов.
Препятствия, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, включая стратегии противника, превращаются в возможности для развития и благодати. Это время, когда мощная поддержка Божия преодолевает человеческие недостатки и недостатки жизни, и пора заявить, что это ваш момент подъема и успеха. С божественным руководством в твоих глазах вы отправитесь в исцеляющее приключение, где ваша вера спасет вас и даст вам здоровье. Отпустите прошлые предубеждения и страхи, приветствуя эту новую главу. Богатое и процветающее будущее. Он полон возможностей для оздоровления и духовного опыта, которые заставят людей переосмыслить свое отношение к вам. Отдайте все Богу, доверяя Его времени и плану. Не паникуйте. Он неустанно работает за кулисами, чтобы обеспечить вашу безопасность и вести вас к процветающему и обнадеживающему будущему. Пусть эти ангелы скажут вам, что у проблемных людей тоже была жизнь, и что некоторые люди очень благословлены, и те, кто хочет покончить с собой, должны сообщить об этом. Ты никогда больше не сдашься. Я буду в долгу или заявлю, что ты больше никогда не потерпишь неудачу. Помогите нужным людям воспользоваться будущими возможностями. Цветы переплетаются, а я от корней. Я прошу вас довериться Богу, потому что Он защитит вас от зла и совершит чудеса в вашей жизни. Ты мой источник силы, мне нужно Твое благословение, чтобы продолжать. Более того, Бог благословит всю вашу работу даже среди ночи. Ваша психическая борьба, которую вы ведете за душевное и физическое исцеление, это одно, говорит Господь. Страдания временны. Я благословенное подношение. Помните, что вы никогда не одиноки. В честь города Творца самое большое собрание будет наполнено деньгами. Мы поднимаем баннеры. Процесс восстановления требует времени, денежная семья – это требует более терпимого отношения к эмоциональному и физическому благополучию, а также понимания того, что каждый день приносит что-то свежее и продолжительное. Я Бог времени, тот, кто читает то, что вы можете понять. Успех важен. Верьте, что Он даст вам возможность удовлетворить все ваши потребности. Комната и дискомфорт превращаются в обещанные достижения. Я создам невидимые вещи, произойдет то, что находится в пределах досягаемости. Найдите минутку, чтобы отпустить свои тревоги и принять искупление. Продолжайте говорить: «Да будет имя Господне сильным перед судом». Дайте всем и каждому равный шанс с целью достижения успеха для вас и ваших близких. Я рядом с тобой и в хорошие, и в плохие времена. Ничто не может повлиять на нашу решимость или наши основания в жизни. Оставайтесь верными, даже если в жизни происходят перемены. Даже если вы чувствуете усталость и изнеможение, помните, что я рядом с вами на каждом шагу, поддерживая ваше развитие для достижения поставленных Богом целей. Небеса собрали для вас все воедино. То, что доступно вам через Иисуса Христа, невообразимо. Люди могут очистить себя, подготовиться к новым начинаниям и новым начинаниям, а также избавиться от сожалений и принять быстрые решения. Даже несмотря на то, что дьявол много раз пытался уничтожить вас, через страдания праведников ты терпишь. Бог заверяет тех, кто читает это, что возможности для исцеления и победы уже рядом. Не забывай свою правду. Если вы готовы, заходите.
все ваши печали будут забыты, демоны успокоятся, и вам будут даны силы противостоять всем вашим трудностям. Благодарим вас за всю поддержку, которую вы оказали в течение пробного периода. Эта сложная ситуация станет для меня победой. Сегодня вечером Бог исцеляет старые раны и строит новые дружеские отношения. Откровение указывает на то, что ваше новое появление указывает на победный и мирный исход, который преодолеет все ваши трудности. Это может положить конец ссоре и залечить рану. Признайте, что процветание придет к тому, кто исправит возникшие страдания. Плохие времена носят временный характер. Скажи это Всевышнему. Не волнуйся. Если вы ищете возможности, все они для вас. Даже в домах людей, которые могут причинить нам боль или уничтожить, мы находим силу в Божьей силе выбора времени и синхронности. Это напоминает нам, что наши молитвы и страдания услышаны. Ее нельзя было сравнить с реками, упомянутыми в священных писаниях. Струящийся и всегда питательный, он учит нас, как принять истину о Божьей благодати, и Бог обещает восстановить утраченное. Можешь поверить, что все так и должно быть, дитя мое. Это потрясающе, спасибо за уведомление. Примите путь, который жизнь выбрала для вас, и верьте, что скоро появятся возможности и благословения жизни, полной любви и щедрости. Мы должны сосредоточиться на пути справедливости для нашего физического и психического благополучия. Очисти наше сердце и сохрани нас от болезней, особенно в этом возрасте. Если вы верите в этот факт, будьте уверены, ваша проблема практически решена. Важно, чтобы все знали, что люди, ответственные за то, что мы делаем, хотят, чтобы мы добились успеха. Спасибо. Я заявляю, что проклятие снято и истинный мир близок. Я надеюсь, что новое начало вскоре принесет утешение вашему сердцу. Бог просвещает нас, Бог создаст время необычайного развития и возможностей, которое принесет много благословений и искоренит зло внутри нас. Я приглашаю вас сегодня поверить в Бога. Многие люди заметят, что с вами произошло, поверят во Всевышнего и ужаснутся. Несправедливость, с которой вы сталкиваетесь, и награды, которые вы ищете, примут самые удивительные формы. Сегодня послушайте, что Он сказал, и знайте, что Бог наблюдает за всем. Число ангела 999 представляет его осознание того зла, которое вы совершили, и его готовность двигаться вперед к восстановлению справедливости. При испытаниях и невзгодах достоинства Дух возносится на небеса. Мы призваны обеспечить невероятное исцеление и благословение тем, кто не может молиться за себя, поскольку мы крепко держимся за корни, которые Он посадил для нас. Давайте представим себе будущее, наполненное бесконечной радостью и миром, окруженное Твоей небесной любовью и защитой. Кто вдохновил Отца Небесного, я прошу вашей силы помочь мне и моей семье справиться с циклом, который затрагивает меня и всех нас. Ты стойко преодолеваешь трудности и вдохновляешь нас следовать по Твоим стопам, позволяя тем, кто верит в Тебя, узнать о невероятных результатах, которые нас ждут. Ваше Величество, сегодня я прошу сил нести бремя жизни. Я чувствую, что мои оковы были освобождены, потому что Бог взял под контроль этот цикл. Замешательство уступит место ясности, и я узнаю подходящее время, когда наступит нужный момент. Отец,
Мы благодарим Его за благословения, которые мы получили от Него, и за работу, которую Он совершил в нас. Подготовьте почву для великих свершений, расширив дары, которые вы нам дали. Мы просим вашего руководства в нашей работе во имя Господа Иисуса Христа. Я верю, что они были освобождены по Его благодати. Я надеюсь, что в нашу жизнь войдет много людей, и что на этой неделе мы испытаем что-то, что полностью изменит нашу точку зрения. Его Величество полностью контролирует все, что происходит в нашей жизни. Он показал нам, что Он приготовил все для того, чтобы вывести нас из тьмы к Его свету. Я надеюсь, что эти слова тронут наши души, вызовут оптимизм и пригласят потенциальных клиентов немедленно поклониться им. Как и было обещано в Иеремии 29:11, мы видим красоту. На нашем жизненном пути раскройте стратегию, которую вы планируете для нас, на нашем жизненном пути, который предлагает надежду и многообещающее будущее. Преодолевайте наши профессиональные и личные проблемы, заменяя негативные реакции вашей милостью. Независимо от впечатлений других людей о нас в прошлом, эти обвинения изменятся, Господь. Обставить наш дом в результате наших усилий как в личных, так и в профессиональных целях мы просим вашего присутствия, чтобы обеспечить безопасность и мир. Что-то удивительное вот-вот произойдет. Спасибо за ваши благословения. Мы стремимся к финансовой безопасности и успеху во всех сферах нашей жизни. Мы полностью доверяем Его Величеству. Я с нетерпением жду обещанной им невероятной трансформации. Аминь во имя Иисуса. Пусть ваш путь будет освящен Божьими благословениями. Превратите утерянные возможности в двери к чему-то большему и большему. Провозгласите сегодня вечером, что вы находитесь под защитой Его благодати, когда происходит исцеление и освобождение от жизненных проблем. Докажите, что сверхъестественные силы способны преодолеть все препятствия, и победа придет. Ваши прошлые проступки – это милость. Будьте уверены, что они служат следом милосердия и милосердия. То, что казалось невосполнимой потерей, вскоре обернется благословением, и ангелы оберегают вашу семью. Благословение может настолько полностью изменить ваши обстоятельства, что вы не сможете видеть прошлое. Как указывает число ангела 222, Бог явит что-то прекрасное в вашем доме. Осознайте, что Бог является источником чудес и неожиданных перемен. Просите мудрости и силы, чтобы выстоять. Когда Бог подтверждает свою уверенность в вашей силе, те, кто преследует вас, должны признать свои действия. Непредсказуемая природа жизни приносит кардинальные перемены к лучшему. Позвольте себе принять новые связи и вызовы, потому что в них кроются семена невероятных возможностей. Доверьтесь Божьему плану и знайте, что после этого трудного времени нас ждут лучшие вещи. И любой, кто противостоит вашему дому. Бог слышит наши молитвы. Будущие события повысят вероятность истории и здоровья. Недопонимание или пробелы – это возможность построить более прочные связи. Никогда не сдавайтесь и продолжайте расти в жизни. Особенно в условиях дискомфорта. Богатство, здоровье призовите защитные руки Бога, чтобы они окружили вас благословениями радости и счастья. Даже если жизнь идет не по плану, помните, что Бог благословил вас путем к счастью и цели.
Доверяйте тем, кто понимает ваши трудности и просит у Бога прощения. Все трудности делают тебя сильным и выносливым. Кратковременное отсутствие понимания является этапом вашего пути и не означает, что вы заблудились. Когда Бог поднимает нас из-под земли и ставит наши ноги на твердую землю, мы видим, как оно направляет наши шаги. Это моменты в вашей жизни, когда все начинает складываться воедино, и вы намеренно принимаете возможности, открывающиеся по мере того, как Бог работает в вашей жизни и направляет ситуации и события. Доверьтесь Его графику. К вам придут великие вещи, чем вы можете себе представить. Расскажите о своих убеждениях, впереди прекрасные дни. Знайте, что вы будете защищены от бед и поддержаны непоколебимыми отношениями с Богом. Хоть твой путь и кажется долгим, Он рядом с тобой и избавляет тебя от отчаяния и безысходности. Финансовая экономия, которая изменит вашу жизнь. Скоро произойдет великий сдвиг, полный мира и блага. Будьте готовы к Божьему чуду. Верьте, что Его благодать будет и дальше изливаться на вас, и верь, что лучшие дни скоро наступят. Вы становитесь тем, кем вам предназначено быть, поэтому доверьтесь Ему и Его цели в вашей жизни. Все так, как должно быть. «Мы сдаемся, мой Творец воли», — сказал Он. Это означает, что все, что мы делаем сейчас, важно. Надежда включает в себя финансовое чудо. Если у вас есть вера в Бога, неожиданное станет ясным, когда вы Его обнаружите. Твои заботы теперь позади. Сегодня у Бога есть для вас чудесное послание. Я расскажу вам о ваших жизненных достижениях. Если вы чувствуете, что происходят странные вещи, которых вы не понимаете, приветствуйте их и наделите свои благословения целью. Ваша репутация не всегда будет для вас источником беспокойства. Никогда не думайте о прошлых неудачах и их возможном влиянии на вас и вашу семью. Наступят лучшие времена. Я подчеркиваю, что вы и дальше будете получать предназначенные для вас благословения и блага. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы вы получили помощь, превосходящую ваши ожидания. Если вам не хочется отдыхать, радуйтесь, что Бог видит вас праведным и пытается показать вам исцеление и успех. Вас ждут бесчисленные благословения. Я с радостью предоставлю вам информацию, чтобы дать вам совет и смелость преодолеть любые препятствия, с которыми вы можете столкнуться. Когда вы чувствуете себя комфортно и доверяете Создателю, у вас больше шансов на успех в бизнесе и хорошие результаты в будущем. Ценность и благословение времени делают вашу жизнь прекрасной. Мы подчеркиваем, что изменения неожиданны и сделаны в хорошем смысле. Никогда не переставай надеяться. Помощь скоро придет. Я хочу, чтобы вы знали, что сегодня Бог благословит вас помощью, превосходящей ваше воображение. Знайте, что я приготовил для вас великие дела, ибо те, кто верит в Него, поистине благословенны. Если вы говорите вслух и доверяете своему сердцу, вы пожнете плоды. Сегодня вечером не сдавайтесь деспотичному врагу. Он будет продвигаться и развиваться. Бог создал в вас нечто необыкновенное. Ожидайте позитивных новостей на этой неделе. Несмотря на трудности, Бог дарует вам несомненный успех и процветание во всех сферах вашей жизни. Хорошие вещи придут,
так что сохраняйте веру и энтузиазм. Божье время идеально. Наслаждайтесь сегодняшним днем в полной мере и достигайте своих целей. Вы никогда не одиноки, вы заслуживаете успеха в жизни и знаете, что помощь и выздоровление уже на пути, какими бы ни были препятствия. Это будет твой яркий момент. Даниил 2 часа 48 минут говорит нам, что с какими бы трудностями мы ни столкнулись, этот стих говорит нам, что нам важно быть верными как для нашего собственного физического благополучия, так и для благополучия тех, кого мы любим. Вы добьетесь выдающихся достижений. Благословение означает, что оно ведет к жизни, полной любви. Когда мы вместе начинаем это невероятное путешествие. Гордитесь стойкостью своей веры. В конце концов, оно придет к вам как бесконечный запас удивительных подарков. Поверьте мне, я буду рядом с вами на каждом этапе пути. Обильные благословения уже близко, мы готовы дать вам больше, чем вы когда-либо могли попросить или представить. Не отвергайте ничего, что Бог говорит о вашем будущем. Ожидайте увидеть непрерывный поток богатства и счастья, превосходящий ваши самые смелые мечты. Вокруг вас открываются двери, чтобы вернуть себе эту возможность. Я обещаю, что никогда не оставлю тебя и буду защищать тебя. Пришло время выйти за рамки ограничений предыдущих поколений и войти в чистый новый мир. На психологическом и философском уровне вы можете верить, что Бог благословит вас и поможет достичь ваших целей. Забудьте все обманы, которые работают против вас, и верьте, что Бог польстит вам и устранит все препятствия на вашем пути. Вы благословенны и помазаны перед врагами вашими. Если вы примете Божье обещание и почувствуете Его присутствие в своей жизни, напишите «Аминь». Бог знает, через что вы сейчас проходите, и Он здесь, чтобы поддержать и защитить вас от всякого вреда. Давайте вместе помолимся, чтобы Бог послал своих ангелов, чтобы помочь вам и направить вас к жизни, полной жизненной силы. Помните, что сегодня Бог сказал вам, что Бог по-прежнему с вами, несмотря на наши недостатки и ошибки в прошлом. Что именно Он направляет ваши шаги, обеспечьте свою безопасность и знайте, что вы добьетесь успеха во всем, что бы вы ни делали. Мы снова сделаем все идеально, когда войдем в трудные воды. В этом сезоне верьте, что вы понимаете нас и можете спасти нас. Мы говорим «Аминь». Ваши мысли и молитвы сегодня работают. Это делает невозможное возможным. Ваше путешествие начнется удивительным образом всего в нескольких шагах от этого момента. Вы одержите победу во всех аспектах своей жизни. Высвобождение духовных связей и жизненной силы развитие готов подарить любовь и довольство. Это прекрасное время, чтобы прояснить свой путь и воспользоваться возможностями для достижения желаемого успеха. Это время – лишь малая часть того, что вас ждет впереди. Хватит так жить. Пребывание в такой ситуации только повредит вашим чувствам. Во времена борьбы вместо того, чтобы взглянуть в лицо вере, вы можете растеряться и поверить, что вас наказывают. Это неправда. Я Бог, я не вру, я не вру. Бесчисленные вещи, которые я сделал для твоей любви, доказывают, как сильно я люблю тебя, любовь, которую даже невозможно описать словом «сильно». Приди ко мне, я насыщу твою душу божественной сладостью,
я окутаю тебя такой всепоглощающей любовью, что твои слезы будут чистым счастьем. Независимо от того, где вы находитесь, вы не будете разочарованы. Если вы заплачете и кто-то спросит, говорите ли вы правду, вы почувствуете величие любви вашего Небесного Отца. Ты получишь благословение, которого так долго ждал, даже если враг попытается отнять тебя у меня. Не сдавайся. Я понимаю твои чувства, не избегайте этого. Как ты думаешь, я не могу тебя любить? Вы меня очень тронули этой мыслью. У меня есть сердце, которое чувствует, я действительно люблю тебя. Ты моя дочь, я люблю тебя, я не тот, кто приходил к тебе, когда ты был в депрессии. Любовью тебя обнимаю, душу твою очищаю, беззаконие твои простил, Он исцеляет тебя и устоит. Будьте осторожны сейчас. Мои обещания сильны и не будут нарушены. Ничто не сможет отнять тебя у меня, любовь моя, навсегда. Если у вас есть сомнение, что вы слышите неправильный звук, просто отложите его в сторону. А теперь приди в мои объятия. Когда ты встретил меня, я был так же взволнован, как и ты. Борьба есть, сомнения еще существуют, но они всего лишь птицы в полете. Не гнездитесь в своих мыслях, отвергните смертельную ложь, которую пытается насаждать враг. Перестань питать эти сомнения, ты выйдешь из этой печали. Прямо сейчас я пишу свое имя в твоем сердце, чтобы ты никогда его не забыл. Моя любовь только для тебя. Расскажи мне, каково это слышать, как ты говоришь, что я люблю тебя. Что вы думаете, когда я обращаю внимание на каждую вашу мысль и полностью осознаю вашу ситуацию? Я действительно ценю вас. Ощущение того, что ты защищен и любим, ошеломляет. Я хочу, чтобы ты всегда был уверен в моем присутствии, даже несмотря на то, что иногда я этого не чувствую и не слышу ответа, когда звоню. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе. Не основывай свои убеждения на чувствах и эмоциях, потому что есть мои написанные слова, которые уверяют вас, что ничто не сможет разлучить вас со мной. Испытание. Если ты сдержишь мое слово, у тебя появится слабость, обеспокоенный. Даже если ты чувствуешь себя преданным или разочарованным, никогда не сомневайся в моей любви. Моя тень окружает тебя, помни, что тебе не нужно просить других о помощи. Теперь скажите это громко и ясно, чтобы небеса могли услышать: Иисус, я доверяю тебе. Ваши эмоции не останавливают вашу веру, ты сильный, верный и преданный. Вы обретете настоящую уверенность в моих словах. Кричите во все горла: я верю во Христа Иисуса. В этот момент знайте, что вы окружены ангелами-воинами, которые сражаются за вас, пока вы полностью не освободитесь от своих забот. Я обещал, что ваше сердце наполнится радостью и миром. Хоть ты не понимаешь чувств, которые я сейчас испытываю, ты знаешь, дитя мое. Моя дочь, я всегда рядом с тобой, я никогда не полюблю тебя. Я всегда буду рядом, чтобы защитить тебя, я буду рядом с тобой ночью, я поприветствую твою душу на рассвете. Каждый день я буду сидеть с тобой, я всегда здесь и люблю тебя. Великое благословение приближается к вам. Вы чувствуете, что вот-вот произойдет что-то экстраординарное. Почувствуйте этот мир, наполни свое сердце моими словами. Не поддавайтесь сомнению.
Оставайся сильным, потому что последнее слово за мной. Я исцеляю тебя от всех болезней и смело борюсь с проклятиями и проклятиями. Из вашей жизни исчезнут все долги и плохие воспоминания о прошлом. Ваше избавление близко, сегодня цепи разорваны, счастье и радость к тебе потекут. Я сотворю великое чудо в твоей жизни. Уста твои будут хвалить, и сердце твое возрадуется. Обещаю, вы увидите это своими глазами. Вы получите все необходимое и еще больше сможете благословлять и помогать нуждающимся. А всемогущий Бог бесконечной доброты и любви. Этот год подходит к концу, и наше сердце объединены благодарностью и надеждой. Перед тобой за бесчисленные блага, которые ты нам дал. За ценные уроки, которые мы извлекли. За наш тяжелый труд мы так благодарны за безусловную любовь, которая осыпала нас каждый день в этом году. Ваше Величество – это путь, полный испытаний и неожиданных препятствий. Каждый трудный поворот, каждый крутой подъем мы чувствуем присутствие Его любви. Направляйте нас, дай нам силы и держи нас крепче. Ваше Величество, мы славим Тебя за Твою верность и милосердие, которое никогда не разочаровывает нас. Даже в самой темной долине и в самую жестокую бурю. С нетерпением жду Нового года, душевного спокойствия, желаю здоровья и счастья в Новом году. Отец, дай нам мудрость, чтобы учиться на прошлых ошибках, и неукротимую смелость, чтобы противостоять будущим вызовам с непоколебимой верой и решимостью. Конверт Его Величества нашей семьи, друзья и все, что мы несем в своих сердцах под Вашей божественной защитой. Пусть Твой свет сияет в наших сердцах с каждым нашим шагом и каждым принимаемым нами решением, и пусть суть Твоей любви будет основой всех наших действий и взаимодействий на этой земле. Я молюсь, чтобы в следующем году я мог стать Вашим инструментом любви и мира. Не сдавайся. Теперь ты увидишь своими глазами, как сильно я тебя люблю. Последнее слово во всем остается за мной. Так что поверьте, что ваша жизнь в моих руках. Мы с тобой не подведем. Люди могут говорить то, что хотят. Вы можете об этом думать, но это ничего не изменит. Они не причинят тебе вреда. Я люблю тебя, ты не проиграешь. Вы станете богатым. Я исцелю ваше тело и вашу семью от всех болезней. Я благословлю тебя процветанием. Это ваше время. Итак, ты меня сейчас слушаешь. Кто сказал, что ты не можешь измениться? Они лгут вам. Вы никогда не изменитесь, от плохого к худшему мне суждено потерпеть неудачу. Они сказали, что это бесполезно. Но он осмелился подойти ко мне. Сначала я думала, что он не заслужил моей любви, но моими словами он подтвердил мою правду и существование. Любовь падает на тебя с неба. Тебя так ранило презрение, но это сияние любви исцелило тебя. Я изменил твое сердце каменное, и теперь в твоей груди доброе, простое сердце, полное веры, сформированное надеждой, волей к жизни, невинный, как ребенок, как сильный, несгибаемый воин. Прошлое ушло, примите свою новую реальность. Ты просто мудрая, Patience. Я даю тебе душевное спокойствие. Но твоя роль – преступление прошлого. Речь идет о том, чтобы молиться и делать все возможное,
чтобы избавиться от привычек и мыслей. Защищать тебя – это то, чем я занимаюсь днем и ночью. Не бойся в темные времена, я защищаю тебя непробиваемым щитом, мой свет светит на тебя. Откройте дверь в свое сердце. Будьте готовы трансформироваться. Примите моего Святого Духа, который наставит вас на всякую истину. Когда горшечник лепит глину, направляя вас своими руками, вы потеряете всякую власть над собой. Эмоции не будут доминировать над вами, потому что в твоем сердце для моей любви будет только одно место. Не позволяйте тревоге или сомнениям обескуражить вас. Я люблю тебя, обещания, данные тебе, исполнятся, мои желания исполняются. И последнее, что я хочу сказать. У тебя есть мое слово, мое благословение придет к тебе. Кто ты? Моя дочь, ты очень особенная для меня. У меня на тебя потрясающие планы. Все произойдет именно так, как я планировал. Я направлю вас на правильный и добрый путь к вашей цели. Я передам в ваши руки то чудо, которое вам нужно, и ответ, которого вы так долго ждали. Если вы найдете время для молитвы, то желаемое вскоре сбудется. И если вы будете искать меня утром и преклонять колени перед сном, вы поймете, что многие ответы на ваши молитвы уже перед вами. Вы все увидите и почувствуете, если наполните мои слова собой. Ваш характер изменится, и изменятся даже те, кто плохо к вам относится. Ваша надежда будет обновлена, улыбка твоя станет ярче, уверенность на лице принесет уважение. Вы никогда не были неудачником и никогда им не будете. Я твоя жизнь и сила, восстать из праха возможность стать богатым и счастливым. На третий день я воскрес из мертвых. Ты воскрес вместе со мной. Принять, поверь мне, прими это. Наполненный божественной силой, которая разделит море ваших проблем и даст вам возможность безопасно идти к своим целям. Когда он пересечет бурные воды, я буду с тобой. Пересекая бурную реку, вы не утонете. Если ты пройдешь сквозь огонь, ты не обожжешься. Вы, змеи, я дал им власть топтать скорпионов. Более того, сила врага, ничто и никто не причинит тебе вреда. Мои благословения непрестанны, и я защищаю тебя, я забочусь о тебе. Я люблю тебя, потому что я твой Отец. Тебе не нужно завоевывать мою любовь. То, что у меня есть для тебя, принадлежит тебе и никому другому. Теперь, когда вам это понадобится, позвоните мне с верой, я отвечу. Я покажу вам великие и неизведанные вещи. Я буду продолжать вас слушать и сплетничать. Я буду говорить об этой любви с моим благословением для вас. Борьба, возникнут проблемы и конфликты, но ты мой. Я люблю тебя, я твой пастырь, и ты ни в чем не будешь нуждаться. Я хочу, чтобы вы полностью поняли, кто вы есть, и полностью поняли, что я избрал вас, чтобы глубоко любить и благословлять вас. Скажи мне, во что ты веришь. Прими эти слова с верой. Почувствуй мое присутствие, когда слышишь и читаешь, вдохните этот аромат. Почувствуйте его суть. Наслаждайтесь этим опытом, когда вы преклоняете колени и молитесь, счастье есть счастье и радость. Эти прекрасные эмоции принадлежат вам и останутся с вами навсегда. У меня есть богатство. Поэтому я, твое тело, твой разум,
твой разум. Дышите здоровьем и свободой, и я наполню вас моим Святым Духом. Твои мысли, страдания, забытая боль, сожаление, я выполнил задачу, которую никогда не исправить, сегодня все кончится. Почувствуйте это прощение, будьте счастливы святостью, которую я приношу в ваше сердце. С сегодняшнего дня ты будешь счастлив, счастье он будет плакать от радости. Раскройте свои объятия небесам и получите дождь благословений на себя и свою семью. Смочите волосы этой святой водой. Оставьте одежду впитываться, пока не почувствуете ее вес. Но не носите на своей спине болезненный и пустой груз. Я осыпаю вас несравненной славой, которая приносит необыкновенные перемены и трансформации. Это тот момент, которого вы ждали, и я ждал его долгое время. Пришло время исцелить ваше прошлое и изменить свою историю, чтобы отомстить за него. Что у тебя украли? Пришло время обновить свою жизнь. Пришло время снова поверить во все, что я тебе обещал. С сегодняшнего дня вы совершенно другой и радикально изменившийся человек. Новый, изменившийся человек. Вас будут воспринимать как пожирающего врага. У него нет сил быть рядом с вами. Люди смотрят на тебя и думают, что в тебе есть что-то особенное. Некоторые из них ненавидят и боятся вас, потому что знают, что конец нечестивцев близок. Вы и ваша семья победите, а напавшие на вас жестокие люди будут побеждены и никогда больше не восстанут. Я наполню тебя моим Святым Духом, как чистым маслом и чистым маслом. Я забочусь о вас с великой любовью и дарю вам эти великие благословения. Сколько чудес вы совершите! Представьте себе, сколько людей будет благословлено. Семья твоя будет крепкой, многие пострадают, это убережет тебя от болезней и смерти. Вы будете сильно освобождены, появятся новые дружеские отношения, и ваша личность изменится. Сегодня вы будете веселы и счастливы с добрыми людьми, которые поделятся с вами своими благами. Я хочу сказать всем, кто придает тебе силы и так сильно тебя любит. Говорите уверенно. Жизнь и надежда текут из твоих уст. Ты не оставишь меня, знамение я даю тебе мою пролитую кровь, которая простит твои грехи, очистит тебя и защитит тебя, даст тебе жизнь вечную. Я счастлив быть твоим отцом, он порадуется чудесному подарку, который получит от меня. Потомки твои будут как песок морской. Я тот же человек, который нежно любил тебя вчера, и который любит тебя с каждым днем все больше и больше. Твое будущее в моих руках, но мне нужно твое доверие. Не игнорируйте это сообщение. Не стоит недооценивать то, что я говорю. Я выбрал смиренного человека, чтобы выполнить свое обещание, и я объявил миру эти 3 прекрасных и божественных слова «Бог благ». Люди обнимают тебя, чтобы они не говорили. Угрозы или ложь могут причинить вам вред, вы верите, находясь на высшем уровне зрелости и мудрости, конфликт, провокация. Я поставил вас над местом, где клевета или ненависть не могут вас коснуться. Они хотят увидеть вашу реакцию. Они хотят украсть мир из вашего сердца. В случае успеха ваш разум взорвется. Они знают, что вы идете по неправильному пути и причиняете вред другим. Вот почему я прошу вас принять мой мир. Это вопрос веры.
Будьте неподвижны, где бы вы ни находились, и произносите мои слова мысленно или вслух. Сила моих обещаний разорвет цепи и освободит вас от беспокойства и беспокойства по поводу всей лжи, которую вам сказали. Даже если это правда, вам не следует терять покой. Когда вас постигнут плохие новости, держите голову высоко, говорите прямо со своей душой, и я гарантирую, что всегда буду с вами. Те, кто нападают на вас, делают вас беззащитными. Они верят, что их слова ранят вас, но если вы им не верите, не позволяйте им. Не позволяйте клевете и лжи овладеть вашим разумом и сердцем. Я дам тебе силу, необходимую для победы над этими врагами. Даже если ты не прав, я всегда с любовью выслушаю твое раскаяние. Твердо верьте, избегая этих ошибок и плохих друзей, вы обретите истинное счастье и получите обильные благословения. Это ваше решение, во что вы хотите верить. Я просил тебя много раз. Вы человек, но поймите теперь, что я Бог. Принести веру, я знаю, что иногда ты слаб, но я здесь, чтобы помочь тебе. Я сделаю это. Я навсегда защитил вашу семью от вреда и буду продолжать защищать ее. Но ты и все в твоем доме нашли меня. Я хочу, чтобы вы поверили моим словам и получили полные благословения моих божественных обещаний. Я знаю подробности их жизни и говорю им, что у меня есть конкретные планы, которые нужно осуществить. Если вы чувствуете, что что-то потеряли, не расстраивайтесь. Владение недвижимостью друга, работа или не расстраивайтесь, если его планы не сработают. Повторите им такие слова. Все происходит по воле Божией, наш любящий Бог все контролирует, и в конце концов даже негативные обстоятельства будут работать в нашу пользу. Ищи меня каждый день. Спасибо тебе во всех отношениях. Благодарите и в радости, и в горе, когда сердце ваше наполнится хвалою, чудеса удивительные произойдут. Возьмите это письмо, не волнуйтесь, все будет хорошо, пришло время благословить вас и вашу семью. Надеюсь, вы сохраните веру и останетесь сильными. Я готов благословить тебя, ты готов принять все, что я приготовил для тебя. Я хочу оставить трудные моменты позади. Чтобы избежать чувства неудачи, позвольте мне сообщить кое-что важное. Мои дети никогда не терпят неудачу. Этого никогда не произойдет. Я люблю их, я забочусь, я готовлюсь, я их чиню. Встань, если упадешь. Если есть ошибка, передай ее мне. Я прошу прощения, прощающее и любящее. Они встают, отряхиваются и идут вперед с уверенностью в моих словах и взглядом, устремленным на свои цели. Мои дети будут совершать ошибки. Но им хватает смирения признать свои ошибки. У меня есть способность принять прощение и оставить позади все чувства неудачи и вины. Ты ни разу не потерпел неудачу, враг использовал твои эмоции, чтобы украсть и причинить тебе вред. Но я верну все, что было украдено у тебя. Я хочу, чтобы вы вели эмоционально независимый образ жизни. Не вините себя за то, что произошло в прошлом. Я хотел наказать себя, лишив себя возможности добиться успеха. Я хочу, чтобы ты продолжал возрастать в своей вере и учился все больше и больше полагаться на меня. Я призываю вас делать то, что вы считаете невозможным. Я понимаю, мои сыновья и дочери.
Я выбрал тебя как канал для благословения тех, кто любит тебя. Так что можешь оставить это в таком виде. Ты проснешься и преодолеешь все воображаемые ограничения, которые ты себе поставил. Ты наше убежище. Поэтому, Господь, мы верим в Тебя. Его любовь хранит нас в безопасности, Его свет ведет нас. Уважение и признательность, которые вы получаете от окружающих, являются отражением вашей собственной позитивной трансформации. Благословения, будьте готовы вступить в новую эру процветания, которая принесет возможности и жизнь, полную позитивной удачи. Наконец, давайте искренне помолимся за его развитие, чтобы мы могли увидеть благословения, которые приходят в нашу жизнь. Отец Небесный, дай мне смелости внести необходимые изменения. В Его присутствии я отпущу радость, чтобы преодолеть ограничения и принять существование с избытком. Никогда не сдавайтесь, когда возникают трудности. Помните, что Бог приготовил вас к благословенному времени. Вы наиболее ценны, когда являетесь помощником и твердо верите в Иисуса. Дорогие люди, войдите в 1212 год, если вы один из тех, кто верит в Его план. Не перенапрягайте себя и не удивляйтесь тому, что Бог может совершить в вашей жизни. Если вы можете внести свой вклад в общество в целом. Если вы ищете активное сообщество, подпишитесь на наш канал. Помните, ваша история еще не окончена. Не волнуйтесь, потому что Божье послание к вам обычно – это прощение и новое начало. Ваша улыбка станет ярче, чем когда-либо, потому что вы готовы встретить сезон больших перемен. Воспользуйтесь преимуществами, которые принесет вам настойчивость. Сохраните вашу веру. Наступит день, когда попытки дьявола лишить вас счастья и благословения шестизначной зарплаты окажутся неэффективными. Вы увидите, почему сейчас самое время. С Божьей помощью вы преодолеете все препятствия и сохраните здоровье. Подобные моменты являются напоминанием о том, что у вас есть сила вдохновлять и воодушевлять окружающих на протяжении всего жизненного пути и образа жизни. Молитесь с верой, доверьтесь Целителю, осознайте, что значительные финансовые благословения способны изменить вашу жизнь. Сегодня это имеет смысл не потому, что это произошло, а как часть божественной цели. Примите полученные знания. Это поможет вам добиться успеха. Бог на вашей стороне и осуществит любые планы врага относительно вас. Сосредоточьтесь не на своей нынешней ситуации, а на будущем, которое приготовил для вас Создатель. Ты была под защитой Его рук, и тьма не могла тебя удержать. Позвольте Богу позаботиться о делах и питайте себя Его Словом. Говорите и действуйте уверенно, зная, что на вашем пути произойдут хорошие вещи. Долг помните, что Бог создал вас, чтобы исполнять Его волю, чтобы гарантировать, что вы преградите себе путь в любую болезнь или врага. Поднимаясь от низшего к высшему, будьте счастливы и умиротворены, веря, что Бог будет вести вас во всех сферах вашей жизни. Каждый дом нуждается в новом начале и открытой двери. Помните, что терпение является ключевым моментом на этом этапе подготовки. Ваша вера в Бога дает вам путь через пустыню. Это не должно маскироваться необходимостью немедленных результатов. Ваши искренние просьбы услышаны и приближены к Божьему замыслу для вас. Исайя 43:2 обещает:
я среди вас, как предупреждение от Бога. Это совет доверять Божьему выбору времени. Верьте, что Он ведет вас от отчаяния к надежде и готовит вас к возможностям и наградам, которые ждут вас впереди. Поставьте лайк нашему каналу. Комментарий выразите свою признательность, подписавшись. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Спасибо за участие в этом путешествии. Если вы глубоко тронуты и хотели бы внести свой вклад дальше, специальное благодарственное мероприятие – отличный способ выразить свою благодарность. Ваше участие позволяет нам создавать вдохновляющий и динамичный контент, который распространяет послание Бога по всему миру. Поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей и распространите послание любви по всему миру. Ваши действия могут сильно повлиять на то, как часто будут распространяться эти важные сообщения. Аминь.